Доброе утро. Время 9 утра. Температура показывает 15 градусов. Это вообще офигенно. Это вообще круто. Вот, и сейчас собираемся. Такая прям лесная прохлада. Собираемся, едем дальше. Сан-Августин. Молодец. Вкусно? Блин, неудачно расхерачил палец об дрон при посадке. Надо быть аккуратнее. Сан-Августин, кстати, вот город, в котором мы есть, это самое старое колониальное поселение в Северной Америке. То есть, ну, естественно, были поселения индейцев до этого, а вот Сан-Августин это первое колониальное поселение. Испанцы его основали, вот, и вот эта вот крепость, первая крепость здесь, первый форт вообще в Северной Америке. Вот здесь показана вся схема, все как есть. Туда идти не будем, там вход платный, там 15 за человека, по-моему, короче, ну его нафиг. Мы здесь были, тем более, где-то год назад. Вот так, прикольный городок здесь. Ну, интересный, он как такой, какая-то старая Европа, то есть там такие дома есть, как будто где-то в Португалии или в Испании. То есть, так, в таком все стиле интересно. То есть, город стоит посещения. Но мы сейчас поедем дальше. И сама собой определилась цель, куда мы едем, потому что изначально как бы не было цели, мы просто такой кружочек, я думал, по велопутям всяким будем ехать. Направляемся сейчас в самое самую северо-восточную точку Флориды, вот, за Джексонвилл, туда доедем, вот, а потом обратно посмотрим уже, каким путем будем ехать. Вот, так что сама собой определилась цель. Вот. А потом в будущем, может быть, и так и каждую
точку, там самую южную точку, там самую западную точку Флориды посетим. Вот так и будем изучать Флориду. Тем более сейчас самая классная погода вообще для этого. Вот осень, зима, весна. Тяжело ехать. Едем навстречу северному ветру. Ни одну площадку не пропустим мимо, если она стоит на дороге. Велополоса здесь плохо ухожена. Вдоль побережья прям песка много. Зелень. Растения всякие вылазят на нее. Очень тяжело здесь. Вот на 4-й день путешествия немножко усталость начинает сказываться. Такая вот какая-то раздражительность немножко какая-то. Блин, конечно, с ребенком путешествовать это вдвое-втрое сложнее, чем если бы я, конечно, путешествовал один. Хотя Эльдарка как бы беспроблемный, он, в принципе, если он выспался и сытый, то нормально. Такой же, как я. Вот мы с ним в этом похожи. Вот сейчас он спать хочет. Да, просто так получается, что он не может заснуть, потому что мы останавливаемся туда-сюда, мне надо разведать обстановку. Да, вот, и он захотел куда-то пойти, вот, говорит, пошли туда, а нам туда не надо, мне надо в другую сторону. И вот он начинает истерику закатывать, блин, а и я еще уставший тоже, короче, тяжело, блин, нам надо немножко успокоиться. Да, Эльдарка? Блин. Сейчас, в общем, поедем немножко другой дорогой, чем А1А по побережью. И поедем по трейлам. Они идут параллельно. Вот, не знаю, что нас там ждет. Но трейлы там миль 15-20. Вот, надеюсь, будет нормальная дорога. Ну, просто гравийка хотя бы. Если гравийка будет, это вообще будет офигенно. Посмотрим, что там будет. Вот, сейчас поедем. Сейчас уже гравийка начинается. Вот и парк начинается. Блин, тут, короче, показано, что почти все трейлы затоплены, но это вниз. Там, где можно гулять. А мне надо на север. А это южные все показывают. Они все затоплены. А на юг там типа охраняемая зона. Вон написано Wildlife Management Area. То есть там, видимо, нельзя для посещения. Запрещены для посещения. Вот, блин, я не знаю, что делать. Как бы на свой страх и риск ехать туда. Но там, если увидит, то остановит, развернет. Блин, неохота назад потом ехать. Ладно, попробую сейчас чуть-чуть проехать на север. Там видно будет. Вот здесь вот классный лес. Он не такими джунглями, а такой редкий.
Подлеска практически нету, ну мало очень. Можно везде пролезть. Класс. Короче, не знаю, я здесь никаких шлагбаумов не вижу. Дорога идет туда. Real Life Management Area. Все, поеду дальше. А там уже разберемся. А я боялся, думал уже назад поехать. Да на самом деле, даже если там будет затоплено или какая-то преграда, проблема какая-то будет, развернут, то по такому лесу кайф ездить. Это не по нагруженной дороге. Это просто удовольствие, наслаждение. Лес кайфовый, дорога хорошая, он не спеша, спокойно. Да, здесь вот заборчик идет, то есть дорога-то есть, ехать можно, но в сторону не сойти. То есть то, что охраняется, оно за забором. И все довольны. Вообще люблю по гравикам ездить больше, чем по асфальту. По природе. Кайф такой. Нашел такое место. Время уже 4 час. Идет к закату близко. Вот. И мы пока не встретили никаких рейнджеров там на своем пути. Я сейчас решил свернуть на такую типа сокращалку. Она идет от одной тропы до другой. Ну тут видно, что машины не ездят. Это просто как противопожарная фигня. Вот. И не видно, что тут люди постоянно ходят. Тропинки такой нету. Вот. И попробуем здесь разместиться. Потому что если мы встретили бы рейнджеров, время к закату. Тут ночевать, естественно, нигде нельзя. По нам видно, что мы ребята такие серьезно экипированные. Вот. И могли бы быть, короче, лишние вопросы. Вот. Поэтому попробуем здесь отлежаться, отсидеться. Сегодня 20 миль всего проехали. Немного, но у меня сил уже нет. Мне надо отваляться тоже, самому отлежаться. Поэтому, думаю, хорошее место будет. Так, ну что, пока есть время, проведу обзор снаряжения. Все равно кому-то это будет интересно, да и вообще для архива тоже интересно. Что, начнем с палатки. Тут ничего такого сверхъестественного нет. Обычная палатка с Амазона, ноунеймовская. Вот какая-то Night Cat. Покупал, по-моему, за $90. В принципе, неплохая, но если затяжные дожди, то у нее она протекает там сверху, короче, через швы капает. Вот, и не очень. И вот эти вот сетки нельзя закрыть. То есть продувает ее очень сильно. То есть она не для таких низких температур. Вот, коврик. Коврик надувной, Climate. Очень хороший, прям я с ним на сплаве был. Классный коврик. А это сейчас мы купили, вот. Я на нем сплю, короче. Это мой, Ильдарка на него постоянно перебирается, ко мне лезет. Ну вот, я на нем сплю, нормально. Вот, спальники обычные, тоже Climate, вот это вот. Мой спальник, Ильдарки тоже там такой старенький спальник. Ничего необычного. Вот, это что по палатке. Ну, тут самое интересное, что по велосипедам. Велосипед GT, тот самый Chep Trail, по-другому называется. GT Transeo, модель Transeo. Сама рама. А велосипед я этот покупал, ему, кстати, ровно 10 лет. 10 лет назад в Триал Спорте я его в Чебоксарах покупал. Там июль где-то был примерно, июль 2013 года. То есть уже больше 10 лет даже. Уже 11 пошел. Вот. Ничего не осталось здесь, по сути, кроме рамы, тормозов, самого механизма, переднее колесо, обод и почти все спицы родные. И подседельный штырь. Все остальное, все мененное. Ну, естественно, все приходит в негодность. Пробег у этой рамы уже больше, наверное, я думаю, где-то около 80 тысяч километров. Поэтому там, естественно, ничего оригинального не осталось.
Вот, но уже 10 лет юбилей этого велосипеда. Классно. А вот прицеп. Прицеп, который мы брали для мирового кочевья, для Аечки. Вот, у него пробег, мы брали его в 2019 году, пробег где-то 7000 километров. Вот. Но он очень долгое время стоял. Мы как приехали в Америку, он фактически стоял, и притом под открытым небом. И поэтому он так потрепался знатно. Вот там сама ткань, короче, расходится. Вот по ниткам все распускается. Это вот от долгого стояния, под солнцем, под дождями. Там он и в соленой воде был там. Вот поэтому. А так по механизмам все хорошо. То есть железо все нормально работает. Амортизаторы. Перебрал я там подшипники, все смазал. Все хорошо сейчас катит нормально. Вот. И он покупался за где-то 40 тысяч из Германии. Мы его покупали, потому что в России такие вещи, если есть, то они дорого стоят. А мы с Германии. Вот там за доставку чуть-чуть заплатили, и вышел где-то 40 тысяч. Ну, неплохо. Неплохо. Хороший прицеп. Есть амортизаторы, как я уже говорил. Ребенку довольно комфортно. Амортизаторы хорошо отрабатывают, даже несмотря на то, что уже прошло время. Вот. Что тут еще можно? Вот солнечная панель. Она тоже брал я ее еще перед мировым кочевьем, то есть в 2019 году. Трехсекционная. Панель отлично работает, справляется при хорошем солнце. Я ее брал с собой на сплав. На сплаве у меня вообще не было недостатка в энергии. То есть на квадрокоптер, на телефон. То есть телефон каждый день, полная зарядка. И на квадрокоптер заряжать. И что там еще. Ну и так по мелочам. В общем, никогда не было недостатка. Но в чем нюанс сплава? Я всегда плыл по открытой реке. Никаких теней, ничего не затеняло солнечную панель. То есть она постоянно на солнце находилась и заряжалась без проблем. А вот в велопутешествии это проблема с тем, что тень попадает очень часто на панель. И она работает не так эффективно. Вот я уже с этим немножко столкнулся. Ну, это ладно, это так, мелочи. Вот, что дальше? Ну, что на мне? Тапки, рубашка, штаны, часы Garmin Instinct Solar 2. Вот, показывают там и погоду, направление. Ну, ты сам что хочешь делаешь, это виджеты. То есть полный мониторинг здоровья. И у нее здесь есть солнечная панель, вот видно, солнечная панелька, и они заряжаются еще от солнца. И это очень классно. Это идеальные для меня часы. Если бы я был бы часами, то я был бы вот этими часами, потому что главное их преимущество — это автономность. Ну, естественно, есть GPS, можно записывать все треки, с этим никаких проблем нет. То есть все полноценные смарт-часы. Вот, и мониторят здоровье, естественно. Body battery, шаги. Классные. Вот. Что дальше? Все, в принципе. Все просто. На изи. Ну вот еще забыл Powerbank. Anker на 20 тысяч миллиампер. Хороший, не подводит. Все, заряжается вот от солнечной панели. Постоянно на зарядке стоит. Еще забыл коптер. Этот коптер я брал буквально месяца 2 назад взамен Потенсика. Кто смотрел мой сплав, видео, тот снимался на Потенсик. Это типа аналог Mavic Mini. Потенсик фирма. Ну, вполне неплохой был коптер, но меня не устраивало качество съемки. То есть у него стабилизатор очень плохо работал. Вот. А это я взял DJI Mavic Mini 2 SE. Новая модель вышла, то есть урезанная, она не может снимать в 4К, там в 2К снимает, но мне 4К в принципе оно не нужно. Вот, классный дрон. Пульт дальнобойный, никаких проблем с ним не было, вообще классно. И запасная батарея. И все, в принципе, ну, запасные лопасти там. Больше в принципе, ничего не надо. Классный дрон. Ну, собственно, кадры с него вы можете
могли наблюдать. Еще чуть не забыл про камеры, экшн-камера. В это путешествие решил взять на всякий случай экшн-камеру. Купил я CJ Cam, стоит это $50 всего лишь, там полный комплект, там чехлы все, ну все, что нужно, все крепления. Вот, CJ Cam это фирма мне знакомая, компания. Кто смотрел мое большое восточное кочевье по Китаю, помнит, потому что я снимал вначале я на телефон начал снимать, на Samsung свой. Вот, а потом уже с Таиланда, с Паттайи я начал снимать. Приобрел камеру Action CJ Cam. Какую-то там, я не помню. Так что вот. Камера сносная, ну, за свою цену. То есть выше головы не прыгает. То есть там качество звука такое вообще посредственное, качество видео, ну, плохое. Но это запасная камера, то есть когда что-то такое подснять прям нужно. То есть какие-то экшн-сцены, где с телефон нету возможности держать. Поэтому за $50 вполне неплохо. Сегодня еще капец. Ночью температура ожидается 11-12 градусов. Это вообще холодня для Флориды. Так что все, можно сказать, официально лето закончилось. Вот с первыми вот этими холодными ночами. Да, Эльдарка тут мертвого добьет вообще. Так устаю иногда от него. Столько вопросов, столько разговоров. Не поснимать даже нормально. Да, здесь на каждой ночевке чувствуешь себя партизаном. Потому что ну, тут, вот в Америке такого нет понятия, чтобы, по сути, вот пойти дикарем с палаткой куда-то, где-то ночевать. Потому что везде есть какие-то кемпинги, где ты заплатишь, конечно, там будут типа все условия за разумную цену. То есть там и душ горячий, может быть, все. Вот. А вот так, чтобы дикарем, ну, не принято здесь так. Ну, вот страна такая. И поэтому, да, здесь нету простых лесов, как у нас, да, в России. Пришел обычный лес. Нету такого. Тут либо какой-то парк национальный, ну, там, то есть recreation area, то есть везде есть какие-то егеря ходят, ну, местные, там, рейнджеры. То есть нету такого, чтобы был просто лес, где ты можешь делать, что хочешь. Вот. Интересно это, конечно, если сравнивать с другими странами. Вот. Но зато адреналинчик все равно постоянно присутствует. Хотя нафиг этот адреналинчик, хочется расслабиться, просто спокойно, не напрягаясь, никого не ждать, а то ты постоянно находишься в ожидании, что кто-то придет и увидит. Но здесь уже опыт и чуйка, ты должен понимать, уже с опытом приходит, прям какие места, где точно никого не будет. Ну, по крайней мере, минимизировать этот шанс встретить кого-либо. Так пивка попить на закате. Мелко уложил. Пивко заходит после таких тяжелых трудовых дней. 4
концу усталость такая физическая, приятная накапливается. Ну, это классно, я люблю такое состояние. Тем ценнее пивко, закат.